Ух ты, витрувианский человек Леонардо да Винчи. Интересно, он тоже 1492 года. Мы приехали в Альтенфюрт. Там тоже есть барахолка. Это почти Нюрнберг. Решили здесь осмотреться и не пожалели, между прочим, о том, что посетили именно эту барахолку. Потому что здесь много всего интересного. Вот, например, японская обувь Гетто. Вы только посмотрите, деревянные башмаки. Кто такое будет носить? Однако, купили бы вы себе такие. А еще здесь куча другой обуви и множество цветочных горшков. Еще здесь есть выставка товаров для Хэллоуина. Вот, например, подсвечник. Только он показался мне слишком дорогим. Есть множество других вещей. Например, соломенная девушка с шляпкой. Думаю, что она хорошо смотрелась бы на столе, не правда ли? Хэллоуин здесь государственный праздник. Заходим внутрь и видим изобилие разных кастрюль, а еще дисков с фильмами и музыкой. Стоит велосипед и множество каких-то раритетных вещей за стеклом. Оглядываемся и видим огромное количество разных товаров. Ура! Нашли интересное место. Терочку, кстати, наш папа прикупил. А вот вилки и ложки дорогие, целых 49 евро. Мы не стали, конечно же, брать. Много столов, стульев, диванов. Это же надо какое изобилие. Также огромный выбор одежды. И, о чудо, самое главное, что я здесь нашла, коллекция, огромная причем коллекция маленьких туфелек сувенирных. Эти сувенирные туфельки многие люди собирают в большом количестве. Одна женщина насобирала аж 750 штук и сделала музей. Мне эти туфельки показались невероятно милыми. Я очень долго выбирала, какие из них я куплю для себя. Каждая туфелька стоила по 5 евро. Как вы считаете, дорого это или нет для коллекционной маленькой туфельки? Купили бы себе такие. А вот винтажные пряжки для ремней. И также мне очень понравились подставки для украшений в виде различных нарядов и платьев. Их тоже здесь целая коллекция. Посмотрите, какие висюльки и какие интересные подолы у платьев. Также стоит корзина с разными безделушками, браслетами, зеркальцем и целая куча бижутерии и часов. Часы там многие перебирали, многим нравится. Смотрите, 2 детские люльки. Интересно, это для детей или кукол больших? И опять я рассматриваю эти подставки для украшений. Какие же они красивые. Я выбрала для себя вот эту подставку с черным платьем. Она стоит 5 евро. Мне она очень понравилась, и я ее приобрела. Она украшает мой дом. Посмотрите, какая изысканная винтажная подставка. Мне кажется, что, во-первых, она очень старая, а во-вторых, сделана с любовью. Вернусь к коллекции маленьких туфелек, перебираю их снова. Как же они милы, как они нравятся. Здесь также и сапожки есть. Туфельки разных моделей. Есть более старомодные, есть наоборот абсолютно современные, разных цветов и как будто бы на любой вкус различных дамочек, кокеток. Такие модели туфелек используют дамы по всему свету и даже на сегодняшний день. Я считаю, что они просто прекрасны и оценил бы любой коллекционер такие туфельки. Я выбрала себе 2 туфельки и купила их, конечно же, пожалела об этом, потому что хотелось выбрать гораздо больше, а еще лучше купить бы всю коллекцию. Ниже стояли ее шкатулки под разные украшения. Они мне тоже понравились, но они уже совсем старенькие. Смотрите, какое блюдо. Тут можно складывать фрукты, но оно с муляжами фруктов. Дальше есть бытовая техника, различная кухонная, и мы даже в некоторых местах смеялись. Вот микроскоп за 8 евро. Нам он приглянулся, и он дешевле, чем микроскоп в магазине. А вот игрушки.
Детские игрушки на любой вкус. Конечно же, они все старые, половина из них сломаны, куклы потрепанные. Все это сложено как получится, и, может быть, кто-то из детей что-то выбирает. Также вот коробки с играми, пазлы различные. Я думаю, что если кому-то нужны настольные игры на время, конечно же, они их купят. Тут вот какие-то сундучки с мелом. Ну, в общем, для детей, думаю, это будет интересно, если они приходят на барахолку с родителями. Дальше вот тут вот коллекция различных сумок. Сумок вообще в магазине на барахолке всегда очень много, особенно если барахолка в крупном городе. И среди всех этих сумок можно найти даже дизайнерскую сумку или сумку из натуральной кожи. Ну и дальше галерея обуви. Различные туфли, балетки, босоножки для женщин, там ботинки, например, да, для мужчин, там для детей разные кроссовки, кеды. Этого всего в обилии достаточно. Ну и одежда, конечно. Есть абсолютно все. И среди всего этого великолепия барахла можно найти, конечно, что-то стоящее, но нужно долго рыться.